Маждалса, Хамсанокоси, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, достала из морозилки рыбу, на обед хочу приготовить жареную рыбу, и решила подключиться. Как раз у меня есть небольшая минутка, думаю, подключусь и скажу, может быть, кому-то пригодится. Ну, такой мой совет, да? Как я себе впрок рыбу кладу в морозильник. Потому что времени, сами знаете, у меня мало, да и в принципе у многих работающих женщин очень мало времени бывает на готовку или на что-то. Вот. Я, когда покупаю рыбу, сразу же ее чищу, мариную и вот так вот запаковываю. Она уже полностью, тут перец, ну как маринует, перец, чесночный перец, иногда у меня лимонный перец для рыбы, иногда бывает приправа для рыбы, что есть, черный перец, красный перец, немножко паприки, соль, полежит часа 2 замаринованная, и потом в морозилку вот так вот. Вот сейчас я вынула этот пакет, думаю, покажу сразу же. Хочу на обед пожарить. Сейчас где-то 10 часов утра, она у меня оттает до обеда, и все, и пожарю. И удобно, уже готовая. Просто когда, ну, покупаешь рыбу, по-любому ее же надо и разделать, и все глыбой же, не будешь ее класть. Вот так вот я запаковываю себе. Покупаю несколько килограмм там. Или когда вот на заказ. Вот это вот у меня осталось после заказа. У меня заказывали, помните, я показывала вам, окунь заказывали и вот такой хэк заказывали. Окунь мы уже съели, а хэк у меня осталось. Вот сегодня будет такой обед. Жареная рыбка. Сейчас думала, пока мыла картошку, пока что-то делала, думаю, что же мне нужно приготовить на обед. Мальчики же придут, вернее, не мальчики, только один сын на обед придет. Что-то же надо приготовить. Хотела, у меня где-то, ну, потрошки, желудочки, куриные куриные сердечки. Может, думаю, из них что-то приготовлю. А потом раз открыла морозильник, увидела рыбку. Давай, сегодня будет рыбка на обед. И у меня еще стоит после заказа, у меня заказывали овощной торт. Сначала заказали овощной торт, потом сказали, что нужен нежный. Но сваренные овощи стоят, нужно же их тоже использовать. Значит, сделаю овощной тортик для себя, скорее всего. И если у меня в промежутках этого не будет заказов, то обязательно вам тоже сниму. Представляете, позавчера был у нас дождь, сейчас солнышко, и уже 2-3 мухи залетели. Как быстро они оживают. Я такая довольная была, что уже мух давно нет. Так, ну вот что еще. И да, я, знаете, смотрю вот сейчас, пока мыла посуду, поставила вот так вот. Обычно я так делаю, поставила телефон и смотрю какие-то, специально смотреть у меня времени нет, а интересные передачи или что-то. Я очень люблю, я вам и раньше говорила, хотя, честно сказать, тоже, как в комментариях тут у нее написано, готовить не готовила по ее рецепту ничего, но очень люблю ее смотреть. Это очень приятная женщина. Я люблю тебя, жизнь. Мария, я люблю ее слушать, я ее люблю смотреть, как она готовит, как она общается, как она разговаривает. Очень хорошая женщина. И сегодня смотрю, у нее такой вышел ролик сегодня, ответы на вопросы. Мой муж, выгодно ли снимать на ютубе? Ну, я не дошла до того, как там выгодно или невыгодно, только начала ее смотреть. И она рассказывает начала рассказывать о своей юности. Ну, вот хочет новым своим подписчикам рассказать про свою жизнь. И вы знаете, такая ностальгия, я даже немножко и расплакалась, потому что она начала рассказывать свое, а у меня уже в голове начала мелькать своя жизнь. Как бы, да, я уже ее не слушаю, а воспоминания о своей жизни, о своей юности. И вот сейчас я с вами разговариваю тоже. Ну, я очень сентиментальный человек. Уже слезы на глазах, вспомнила много чего. И хочу сказать, действительно, друзья, мы не ценим того, что у нас есть на данный момент. Особенно, когда мы молоды. Сейчас, конечно, да, уже с возрастом люди моего возраста, старшие, может быть, чуть-чуть помладше, это ценят, это знают. Но когда мы молодые, мы этого не знаем. И кажется, быстрее бы прошло это время, быстрее бы прошло, мы учились, хотела скорее выйти из этой школы. Когда были уже повзрослее, хотелось уйти из-под опеки родителей, наверное, да, и много чего. Оказывается, это были самые счастливые моменты, годы, когда ты действительно под опекой родителей, когда ты маленький, когда за тебя все решают, когда уютно, тепло, хорошо, и ты ни за что не переживаешь. Так что, друзья, кто молод, цените то, что у вас сейчас есть. Цените своих родителей,
цените свое время, цените то, что действительно вы молоды, что ничего этого не вернуть. Хотя сейчас молодежь, наверное, намного умнее, чем мы когда-то были, и они ценят это свое. Ну вот как-то так, друзья, вот такая вот у меня сегодня ностальгия, ну не ностальгия, может быть, а воспоминания какие-то нахлынули, все вот как-то перевернулось внутри, много чего вспомнила. Многое, конечно, в памяти у меня ушло, потому что, да, после операции я много чего не помню. Вы можете представить, я уже, по-моему, года 3 принимаю один и тот же препарат от давления. И так получилось, что этот препарат 30 таблеток. Но я его принимаю только в день по полтаблетки. И получается, мне на 2 месяца одна упаковка хватает. А так получилось, что в тот месяц я купила сразу 2 упаковки. Ну, сын купил, и я купила. И получилось, что 4 месяца я принимала эти таблетки, и все. Бумажка выкинулась. И я не могу вспомнить миллиграммы своих таблеток. Вы можете представить, если сын мне вчера говорит: мама, ну как ты можешь забыть то, что ты принимаешь 3 года? Я говорю, ну вот какие-то вещи, ну я к чему все это веду, что вот какие-то вещи, конечно, полностью из памяти уходят. Это, конечно, прискорбно, но вот я не могла вспомнить. Я вспомнила, что 12,5, но вот сколько еще миллиграмм, не могла вспомнить никак. Хотя вот мне купили, принесли, сказали, что только так. Но надо будет перезвонить врачу, точно узнавать, потому что я действительно очень щепетильно отношусь к препаратам, к лекарствам. Да и уже и пора и к врачу мне пойти принимать свое лечение, которое нужно. Действительно, наверное, даже сейчас память хромает из-за того, что мозгу нужен кислород, который мне нужно через капельницы, через уколы дать. Вы сами знаете, что у меня, ну, знаете, кто со мной давно, что кровообращение у меня плохое, что я лечусь полгода один раз. Ну, опять уже год как пропустила, можно сказать. Но скоро сделаю обязательно свое лечение тоже, чтобы прийти в норму, чтобы память уж совсем моя не ушла, а то скоро буду забывать все, что говорила. Ну, вот так вот, друзья. Все, опять разговоры, опять у меня такая тема, да. Если я сейчас не знаю, буду ли показывать или нет, если я буду что-то показывать, что я готовлю, что как, будут некоторые возмущаться, что много разговоров на канале. Но опять-таки предупреждаю, что канал не кулинарный. Ну вот как-то так. Сейчас я быстро почищу картошку, поставлю ее варить. А между тем у меня уже есть, ну у меня еще заказ на 5 килограмм вареников с картошкой и с творогом. Вот пока это будет вариться, охлаждаться, я сделаю с творогом. Ну и по ходу потом уже и рыбку с салатиком. Ну вот как-то так, друзья. Так, ну что, друзья, пока я чистила картошку, досмотрела ролик Марии, и поступил мне заказ. Но он не быстрый, ну не сейчас его нужно сделать, так что у меня есть время. Картошку я поставила варить. Сейчас ставлю сковороду для рыбы. Тем временем нарежу лук. Лук я буду жарить отдельно, потому что, как видите, его вроде бы, да, много, даже еще побольше можно было. Но у меня здесь есть еще... Так, еще немножко лежит. Вчерашний остался. Так, извините, что нет меня в кадре. Но у меня микрофон, так что буду говорить с вами, да? Так, ролик ее досмотрела. Все-таки действительно много чему можно научиться у этой женщины. И как она разговаривает, и как она относится к своим подписчикам, это вообще просто чудо. Так, ну, наверное, этот ролик сделаем, так, небольшой разговорный, да, а салатики я сделаю, скорее всего, отдельным роликом, да? Так, что, если вдруг кому-то надо, хотя этот салат и учить некому, но не надо, в принципе, да? Ну, ничего, просто покажу, вдруг, не знаю, идею какую-то подам, чтобы приготовить быстро. Вот, заказ у меня поступил на 30 котлет в готовом виде и просто отварная корочка, без ничего, без всякой подливы, без ничего. У меня закончились перчатки, свеклу, морковку чистила, все-таки испачкались руки, надо будет закупить перчатки. Вы знаете, у меня поехать куда-то времени нет, не поехать, и я уже так приноровилась, покупаю все в основном на Валбересе. Закажу, и уже мальчики забирают. Тем более, я уже, по-моему, в ролике говорила, что у нас совсем рядом пункт выдачи.
Очень удобно. Паприку себе заказала. Купила черный перец. Правда, черный перец мне не очень. Так, ну что, обед мой готов. Каспер тоже тут как тут сидит. Ждет, что ему рыбка перепадет. Короче, вот так вот, друзья, рыбку пожарила. Как видите, много лука, как я сказала. Тут чесночный перец, паприка. Так, мне Танзила купила такую приправу хорошую. Ну, вот такой вот букет кавказских трав. Очень вкусно пахнет. Тоже туда добавила, как видите, рыбка, пюре. И вот такой вот салатик, овощной торт. Но он у меня нормально не украшен. У меня нет зелени. Нам сейчас надо будет ехать за курочкой, за зеленью. Следующий отдельным роликом сниму овощной тортик. У меня есть заготовочки. И уже украшу как надо. Сейчас быстренько пообедаем. Пригласим бабушку. Мы втроем сейчас дома. Сын, я и бабушка. Быстро пообедаем. И мне надо ехать в магазин. Ну вот как-то так, друзья. Ну вот, мои дорогие. И небольшой заказ выполнила сразу после обеда. Мы пообедали втроем. Бабушка пошла к себе спать. А я вот отварила курочку и сделала 30 котлет. Такой вот заказ поступил у меня. Сказали, что нужно на 15:30, но сейчас говорят, что нужно только к 6 часам. И говорят, ничего, пускай будет холодная. Курочка, правда, мне сегодня попалась не очень удачная. В магазине больше лучших не было, к сожалению. И у меня запасы закончились. Вот так вот проходит мой день, друзья. Ну, сейчас уже половина, да, 15:30. Сейчас уберусь и займусь своими дальше делами. А этот ролик, наверное, закончу. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мяш тахалчу.